Салам алейкум. Всех рад очень приветствовать. Для меня огромная честь выступать здесь сегодня в присутствии шейха муфти Иерусалима, в присутствии депутатов парламента Турецкой Республики, в присутствии потомка султана Абдулгамида. Рад вас всех приветствовать. Тема, конечно, страшная, ее даже грустный язык не поворачивается назвать. На наших глазах происходит истребление целого народа, и обсуждается всерьез на международном уровне, куда выгнать, говорит, палестинцев, куда их переселить. В Судан хотят переселить, еще куда-то хотят переселить, в Египет, там нет. Их темы сионистов, что нет палестинцев. Мы должны понимать, что этот конфликт не конфликт между евреями, мусульманами и христианами. Об этом неоднократно говорилось сегодня. Мы должны понимать, что этот конфликт — это продолжающаяся оккупация исламского мира, которая началась после Первой мировой войны, после падения последнего халифата, после падения Османской империи. Об этом тоже упоминали сегодня. Все государства на территории бывшего халифата созданы западными оккупантами. Сайкс-Пико, Франция и Англия. Все они проводили границы своих государств, которые рисовали, и даже обманули эмира Хусейна, которым генерал Алленби обещал про Палестину одно, а потом он из меморандума Сайкс-Пико узнал, который был опубликован в Советской России большевиками в ноябре 1917 года, что, оказывается, Палестина не подчиняется хашемитам, что она британская мандатная территория, ее купил Ротшильд, ее купил, заплатив Бальфуру. Обман и ложь. До тех пор, пока люди в исламском мире, люди на постсоветском пространстве будут верить элитам Запада и считать, что они несут какой-то миропорядок, какое-то международное право, будет насилие, смерть, ложь и убийство. Они коррумпируют правителей, они пичкают правителей золотом. Богатейшие люди, которых не видела история, саудовская семья, 1 400 000 000 000. Собственность саудовской семьи, семья Аттани, катарская семья, все богатейшие, богатство их невозможно измерить. Это плата за то, что они являются частью западной элиты, которая осуществляет контроль над этим важнейшим регионом. Мы не возражаем, естественно. И история складывается так, что какие-то семьи приходят, какие-то уходят во власть. Но все задают вопрос, почему молчит исламский мир? Почему он молчит, почему он не помогает палестинцам? Почему все смотрят на то, что происходит? Почему Катар ничего не сделает в ответ на удар по его территории? Потому что надо понимать, что проблема не в Израиле. Израиль — это просто цепной пес. Израиль — это просто инструмент. Проблема в той системе эксплуатации и порабощения мира, которые создают элиты Запада, и которая особенно укрепилась после Второй мировой войны и после распада Советского Союза. И этот вопрос не может быть решен никакими международными договорами. Международного права не существует. Мы видим прекрасно, как нам показывают, что все наши апелляции к ООН, все наши апелляции к Международному суду разбиваются просто о желании американцев убить. Они, когда хотят, поднимают самолеты, они, когда хотят, бомбят, они убивают. Для них нету ни границ, ни международного права. Когда они не хотят это делать сами, они это поручают своему киллеру, Израилю. Смысл Израиля в том, чтобы запугивать всех на Ближнем Востоке. У этого государства нет другого смысла. Ни религиозного, ни национального, никакого. Это просто террористическая
структура, которая вооружена США до неимоверного уровня, которой позволено иметь ядерное оружие, тактические ракеты, и которая может делать все, что угодно. Они хотели убить Масуда Пезешкияна. Они кинули бомбы в правительство Ирана, которое чудом выжило. Теперь и известно, президент Ирана, выбранный всем Ираном, всенародно. Помните, как в Иране шли выборы, да? Это не диктатор и не тиран, которого можно в чем-то обвинить. Он выбирался из этого подвала, где их завалили. Их спасло только то, что на большой глубине было. И ничего. И ничего. То есть они могут показывать, они могут убить кого угодно в мире. Они могут и нас убить. Если они сюда сбросят бомбу, и мы будем убиты, сколько это будут обсуждать в СМИ? Неделю, две? Начнется ли после этого война республика, которой они реально боятся? Потому что Турция была, есть и остается наследником последнего халифата, последнего османского халифата. И Израиль очень боится прямой войны с Турцией. Я считаю, что только две страны на Ближнем Востоке могут сокрушить его. Это Иран, и Иран показал в конце 12-дневной войны, когда его ракеты падали в Тель-Авиве, когда они поразили политические центры в Израиле. И Трамп остановил это, он пришел спасти Израиль, что Иран может. И Турция. Поэтому я призываю мусульман, крупнейшие страны, Иран, Турцию, объединиться. Объединиться. Египет я бы причислил к этому числу. Крупнейшая, самая мощная арабская страна. Объединиться. Миром этот вопрос решен не будет. Никогда. Они никогда не станут гуманистами. Они никогда не станут толерантными. Они никогда не станут теми, кто будет на равных разговаривать с мусульманами, христианами, с верующими евреями. Они являются детьми сатаны. Они действуют так, как им говорит действовать их отец, настоящий сатана. Как этот рыжий президент США, который ведет себя как черт, разрушает общепринятые форматы, лжет и заключает сделки. Дьявол так себя ведет во всех легендах, во всех традициях. Поэтому надо готовиться к тому, что без войны за освобождение исламского мира, христианского мира, иудейского, за освобождение мира монотеизма не будет. Россия сегодня подняла свой голос. Она сказала Западу: все, стоп, хватит захватывать территорию бывшего Советского Союза. Хватит присоединять, обманывать Украину, Кавказ. Ведь они лгали, они говорили, НАТО не пойдет на восток, а НАТО идет на восток. Это подлинная причина трагедии Украины. Поэтому, когда чаша терпения переполнится ведущих государств исламского мира, тогда придет освобождение. Они понимают только силу. Они понимают только силу. Они не понимают язык правды и права. Его для них не существует. С Божьей помощью мы веруем во Всевышнего Господа. Он сделает так, что это испытание рано или поздно закончится. Как закончилось королевство крестоносцев на Святой Земле. Аминь. Спасибо.